Доброе утро, дорогие телезрители, доброе утро, Республика. Это передача «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК Саха. И сегодня в студии я, Руслан Начиров. Мы сегодня начинаем с вами новый день. Это сегодня у нас вторник. Ну и вкратце хотелось бы вначале рассказать, что мы сегодня, о чем расскажем вам и каким образом поднимем настроение. Вы сегодня узнаете очень много нового, интересного. Во-первых, какие цвета, например, привлекают комаров. Впереди у нас лето, я думаю, это очень актуальная информация. Далее с нашими гостями в студии мы, во-первых, поговорим о предстоящих играх «Дети Азии». А если быть точнее, то как можно будет на них попасть, про билетную систему поподробнее сегодня в этой студии, а также про 11-й Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Узнаем, как прошел праздник СЭХ во Владивостоке. Ну а для огородников расскажем, как подготовить правильную почву. Но это еще далеко не все, о чем вы сегодня узнаем. Да, сегодня у нас будут постоянные рубрики. Ну а также мы призываем вас подписаться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где также можно будет подчеркнуть интересную информацию, сюжеты, которые вошли в наши выпуски. Ну а также очень часто мы проводим там викторины. В общем, подписывайтесь и, конечно же, будьте в курсе всех событий. Ну а сейчас я предлагаю узнать, что нужно надевать сегодня перед выходом на работу, о погоде за окном. Сегодня по состоянию на 6 часов утра в центральных районах республики температура воздуха была плюс 13, плюс 15 градусов. В заречной группе Улусов 11-15 градусов выше нуля. В южных районах от плюс 7 до плюс 8. В Вилюйской группе плюс 11, плюс 13. В Нижнеленских районах от 12 до 17 градусов выше нуля. В западных плюс 8, плюс 12. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 0 до плюс 19. В Янских плюс 10, плюс 14. На северо-западе республики плюс 1, плюс 10 градусов выше нуля. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была 15 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в городе Якутске днем плюс 21, плюс 23 градуса. Ну что, если вы внимательно слушали наш прогноз погоды, то можно сказать, что минусовой температуры в республике уже нет. То есть мы готовы начать наше короткое лето. Ну а сейчас мы перейдем к самым актуальным новостям к этому часу. Передаем слово Сергею Михедову. Коллеги, доброе утро, Якутия. Далее предлагаем блок новостей. Первую партию угля водным транспортом доставили по реке Амге. Ресурсы предназначены для нужд производственного филиала ГУП ЖКХ Якутии. В Амгинский район доставлены 2200 тонн угля из Джбарики-Хая, который уже перевезен на склад предприятия. В эти дни ожидается прибытие еще 3 судов с 5000 тонн угля на борту. Всего для обеспечения котельных Амгинского ЖКХ в первый тур топливной навигации планируют перевезти 10 тысяч тонн угля. Кроме того, начата отгрузка каменного угля с Мироновского разреза для нужд Нюрбинского филиала. Туда планируют перевезти почти 50 тысяч тонн угля. В России волонтерством занимается больше 12 миллионов человек, заявил Росстат. 6,5 миллионов из них зарегистрированы на добро.ру. На крупнейшей в стране волонтерской платформе все неравнодушные могут найти возможности для помощи, а лидеры общественно значимых инициатив, желающих помочь. Больше 180 проверенных благотворительных организаций со всей страны представлены на платформе благо.ру. Совершая пожертвования через платформу, можно быть уверенным в том, что деньги дойдут до адресата. Специалисты проводят тщательную проверку фондов и представляют отчеты о расходовании средств.
С 20 июня начнется прием документов для поступления выпускников школ, высшие и средние специальные учебные заведения. В этом году для участников специальной военной операции выделены квоты 10% мест в учебных заведениях по каждой специальности и направлению по программам бакалавриата специалитета. Для студентов из числа членов семей военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, предусмотрены стипендии, которые выплачивают вне зависимости от академической успеваемости студента. На сегодняшний день такие стипендии получают 665 обучающихся. Есть несколько способов подачи заявлений. Это прежде всего через госуслуги, через суперсервис поступления онлайн. Это возможность направить электронно свои документы, это возможность направить почтой, возможность прийти лично. И на сайтах каждого вуза в правилах приема четко указаны количество мест, те места, которые выделены под отдельную квоту. Представлены формы справок, которые необходимо просто будет представить в приемную комиссию вуза при подаче заявления. Безвредный для организма порошок из нового биомедицинского сплава для производства имплантов научились получать ученые Белгородского национального исследовательского университета. Специалисты получили и запатентовали биомедицинский сплав, который обладает биосовместимостью, не токсичен для организма и не препятствует росту мультипатентных стволовых клеток. Из-за отсутствия трения между частицами подвижность порошка сопоставима с текучестью жидкости. Это обеспечивает ему целый ряд преимуществ при аддитивном производстве, повышенную точность при воспроизведении плотности и высоты наносимого слоя и минимальную усадку после плавления. Детский оздоровительный лагерь «Радуга» откроет сезон 18 июня. За смену планируют охватить 140 детей. Всего предусмотрено 3 летних сезона с различными программами от преподавателей. На данный момент идут подготовительные работы к открытию. В частности, проверят исполнение санитарных правил и норм, условия для проживания, питания, медицинского обслуживания и досуга детей. А всего в период летней кампании в Якутске будут функционировать 65 лагерей, в том числе 4 загородных стационарных оздоровительных лагеря с общим охватом 1050 детей по 3 смены. Бесплатные путевки, положенные для детей участников спецоперации, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Итого у нас будет задействовано 6 корпусов, а также планируется открытие бассейна. Программа у нас направлена на раскрытие творческих способностей детей, а также у нас у каждого педагога-воспитателя будет своя программа по профилям, по русскому языку, по математике и по разным предметам. Вожатых у нас итого 6. Они у нас обучаются в нашем университете, состоят в педагогическом отряде «Дар». У каждого имеется сертификат удостоверения вожатого. Лето наступит на днях, а значит и проснутся насекомые. Наверное, нет такого человека, которого бы не раздражали комары. И, внимание, хорошая новость. Ученые выяснили, какие цвета отпугивают комаров. Чтобы не приманивать к себе комаров, следует избегать в своей одежде цветов, которые привлекают внимание этих насекомых. К такому выводу пришли исследователи из Вашингтонского университета. Известно, что комаров привлекает наше дыхание, пот и температура нашего тела. Но оказалось, они предпочитают и определенные цвета. Комары, реагируя на выдыхаемый людьми воздух, начинают искать определенные цветовые объекты, которые у них ассоциируются с носителем углекислоты и запаха. Туда насекомые и направляются. Комаров привлекают цвета, которые соответствуют более длинные волны. Больше всего им нравится красный, оранжевый, черный и циан. Это он же цвет морской волны. Насекомые безразличны к зеленому, фиолетовому, голубому и белому. Ну так, друзья, в общем, я думаю, что теперь вы знаете, что можно надевать в летний период. Ну а также есть такой интересный факт, что нежелательно выходить, понятно, что вечером около водоемов гулять, но если вы еще и поедите перед этим банан, то 100% на вас налетят комары, потому что бананы, как известно, богаты витамином В, который довольно быстро всасывается в нашу кровь, и комары по запаху легко определяют ее изменившийся состав. Ну и, соответственно, считают нас очень привлекательными и вкусненькими. Ну, кадры, конечно, немножко шокируют.
Сейчас хотелось бы, конечно, продлить то время, пока комары не проснулись, но, по-моему, они уже появляются. Появляются на просторах наших городов и поселков. Друзья, но в продолжении темы летом у нас состоится грандиозное спортивное событие. 239 комплектов медалей, 16 спортивных объектов, 24 вида спорта. Это 8-й международные спортивные игры «Дети Азии». Они стартуют буквально через 29 дней, 26 июня в городе Якутске. Всем нам интересно, как можно будет попасть на церемонии открытия и закрытия и, конечно, на сами соревнования. И сегодня мы об этом поговорим с нашим гостем. Слепцов Николай Владимирович, координатор билетной программы дирекции 8-х игр «Дети Азии». Доброе утро. Доброе утро, Руслан. Николай, скажите, что ожидает гостей на церемониях открытия и закрытия? На церемонии открытия, которая состоится у нас 26 числа, 26 июня в 19 часов по якутскому времени на стадионе Туймада, гостей и жителей нашей республики ждет огромное, грандиозное феерическое действие, трехчасовое событие, режиссером-постановщиком которого является наш известный, прославленный режиссер Руслан Тарховский. Вообще действие будет длиться 3 часа. Открытие. Открытие, именно открытие. И заглавной темой будет путешествие в арктическую вселенную, где все действие будет развиваться вокруг взаимодействия, так скажем, 6 детей с искусственным интеллектом. Задействовано во всей церемонии, во всем постановлении, во всей постановке грандиозной будет порядка 4000 человек. 4000 человек – это 1800 детей в возрасте от 9 до 16 лет и 2200 взрослых со всех уголков нашей республики. Действительно будет грандиозное событие. Где можно приобрести билеты на открытие, закрытие и вообще на спортивной площадке? Билеты на открытие и закрытие наших игр уже сейчас можно приобрести на нашем официальном сайте yakutsk2024.org, либо в поисковике «Забить Дети Азии», то он сразу появляется. То есть на самой главной странице там будет вкладка «Купить билет». Вот сразу увидите, нажимаете на нее, и нужно будет пройти по ссылке, сразу оно перебросит, и там выбрать либо открытие, либо закрытие международных детских спортивных игр «Дети Азии». Нажимаете, проходите опять же туда, и перед вами появится схема стадиона Туймада, где вы можете выбрать место, ряд, дальше заполнить фамилию, имя, отчество. И я хотел бы обратить внимание, чтобы грамотно, хорошо проверили адрес электронной почты при заполнении фамилии, имя, отчества, номер телефона и адрес электронной почты, куда вам придет электронный билет. И с этой почты можно либо распечатать себе билет, либо сохранить на телефон. То есть распечатывать билет не обязательно? Это не обязательно, да. У нас организована такая система удаленного доступа, где прикладываешь штрих-код, прямо с телефона можно это сделать и пройти. С экрана телефона, да. Ну, еще известно, что некоторые секторы, они недоступны для покупки билетов. Да? С чем это связано? Это связано, эти сектора, они предназначены для участников игр. То есть они забронированы уже? Да, сейчас рассадка полностью будет. Но зрителям переживать не стоит. Постановка, она рассчитана таким образом, чтобы было видно всем по круговому движению. То есть на нет стадионе, такого определенного... Да. Нету такого, что только затылки видно, поэтому об этом не стоит переживать. В целом, до какого возраста родители могут бесплатно провести ребенка на церемонию открытия? На церемонию открытия и закрытия до 5 лет включительно, без предоставления места отдельного в сопровождении взрослого, конечно. Что делать в том случае, если, например, по какой-то причине после оплаты билет не пришел на почту? Есть на сайте у нас телефон специальный, я вам сейчас, наверное, зачитаю. 8 914 2 733 644. Уже мы продали достаточное количество билетов, и бывали единичные случаи
когда такие вот проблемы возникали. А нужно, вот я поэтому повторюсь, надо очень внимательно заполнять графу электронной почты. Мы решали оперативно эти вопросы. То есть Без проблем. Проблем нет и не должно быть. Телефон 733-664. 664. Хорошо. А являются ли билеты именными? Как я сказал, да, мы заполняем на сайте, они приходят, но ими воспользоваться может любой, ну, кому вы передадите. И очень самое главное в этой связи не публиковать фотографии билета на каких-то социальных сетях, либо в интернете, чтобы другие люди не смогли воспользоваться уникальным штрих-кодом, который приходит вместе с билетом. То есть, А так можно передать своим родственникам, конечно. то есть могут взять вашу фотографию и приложить. И ваш да, и код, приложить штрих-код. и прийти пораньше. Да, поэтому ага. А в целом, сколько билетов можно приобрести в одни руки? В одни руки можно приобрести не более 5 билетов. Это связано с... чтобы минимизировать риски, когда перекупают билеты и перепродают потом в несколько раз дороже. То есть это защита от перекупов. Защита такая, так называемая. Сейчас доступны в продаже билеты на церемонию открытия и закрытия. А когда будут открыты продажи билетов на соревнования? На спортивные соревнования будет открытая продажа после жеребьевки, то есть это примерно в середине, где-то в 10-х числах июня, в начале июня. Как только определятся финальные списки, программа соревнований, сразу же мы жеребьевку пройдет, сразу же мы запустим продажу. Ну, я думаю, многих интересует, какая будет стоимость билетов. Стоимость демократичная, я бы сказал, от 2 до 3,5 тысяч рублей. И это на открытие? Да, это на открытие и закрытие тоже включительно. На все спортивные мероприятия, на квалификационные соревнования 100 рублей и на финал, полуфинал 200 рублей. Хотелось бы отметить, что у нас на все спортивные мероприятия, на все спортивные соревнования дети до 17 лет ходят абсолютно бесплатно, включая финалы и полуфиналы. Отлично. До 13 лет сопровождения родителей, либо взрослых, а после 13 с предоставлением документов можно ходить абсолютно бесплатно. И какие скидки и льготы предусмотрены? Льготы на спортивные мероприятия многодетным семьям до 3 детей выше, от 3 детей выше 50% скидка на спортивные мероприятия, а свыше 5 детей абсолютно бесплатно. Это что касается спортивных мероприятий. Также у нас создана специальная билетная комиссия при Министерстве труда и социальных отношений. Это касается церемонии открытия и закрытия, где предусмотрены льготы для участников Великой Отечественной войны, для вдов погибших, для многодетных семей, участников специальной военной операции и для семей участников специальной военной операции с ребенком-инвалидом. Ну, Николай, спасибо большое за очень развернутый ответ. Я думаю, сейчас многие уже более ясно стали представлять, где можно приобрести билеты. Напомню, что достаточно для этого перейти на сайт yakutsk2024.org. Все это латинскими буквами. Ну и, конечно же, все мы в ожидании 8-х международных игр «Дети Азии». Спасибо. Философ-натуралист Генри Дэвид Торо считал, что судить о своем здоровье человеку стоит потому, как он радуется утру и весне. Тут можно провести много параллелей, но одно, безусловно, если вы с удовольствием встаете, то, вероятнее всего, и со здоровьем, и с сезоном, и, главное, с графиком отпусков у вас точно все в порядке. И прямо сейчас для всех, кому необходимо настроиться на новый день, мы представляем нашу утреннюю зарядку. Сейчас я вам продемонстрирую один круг Сурья Намаскар. Сурья Намаскар в переводе с санскрита обозначает приветствие солнцу. Давайте начнем. Встаем на передний край коврика. За руками потянулись вверх. Урдхва Хастасана. Вдох, прогиб, выдох, Уттанасана. Правой ногой шаг назад. Ашвасанчавасана, вдох, прогиб. Это динамическая практика, и на каждую асану или вдох можно выполнить, или выдох можно выполнить. Руки вниз, планка, кумхатасана, выдох, аштанга намаскарасана, со вдохом ныряем вверх, вдох, бхуджангасана,
И через колени встаем в собаке мордой вниз. Здесь можно задержаться на 3 цикла дыхания. Адха Мукха Шванасана. Правой ногой вверх, потянулись стопой вперед. Здесь также прогиб, вдох, шаг вперед, выдох, Уттанасана. И с круглой спиной я вам продемонстрирую один полукруг на левую сторону. Также за руками потянулись вверх, выдох, Уттанасана. Левой ногой шаг назад, вдох, прогиб, выдох, планка, вдох, Аштанга Намаскарасана, Бхуджангасана, собака мордой вниз, Адха Мукха Шванасана, левой ногой вверх, вдох, прогиб, выдох, Уттанасана. Друзья, сегодня, я думаю, многие из вас прямо сейчас в этот момент завтракают, но и хотелось бы отметить, что, наверное, те, кто не придерживается полезного здорового питания, так называемого, то есть легкого завтрака, хотелось бы отметить, что сегодня в том числе празднуется день рождения майонеза. 28 мая 1756 года одна из наиболее достоверных версий связана с образовавшимся дефицитом продуктов. Да, вот как появился майонез. Вот у французской армии образовался дефицит продуктов. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, то герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье. Но повар, недолго думав, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным и был назван майонезом в честь города Маон, где все это и происходило. Это произошло вот именно в этот день, в 1756 году. Но вот буквально вчера мы отмечали день рождения легендарного скотча, сегодня отмечаем день создания майонеза. Какие еще события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 28 мая, День пограничника в России, День оптимизатора Рунета, Международный день защиты женского здоровья. По народному календарю Пахом теплый, Пахом бокогрей. В народе Пахома прозвали теплым или бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменятся рябиновым теплом. 1595 год. Заключен Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. 1756 год. День рождения майонеза. 1858 год. Заключен русско-китайский Айгунский договор. В 1918 году декретом Совнаркома учреждена пограничная охрана границы РСФСР. В 1987 году на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиса Руста. В этот день родились Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель. Эдвард Бенеш, чешский государственный и политический деятель, второй президент Чехословакии. Андрей Панин, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар, Памфил. Но несмотря на то, что теплые дни только наступили, опытные огородники начали подготовку уже достаточно давно. И сегодня наша рубрика «Сад и огород» расскажет про правильную почву. Ну, с чего начнем? Вот, начнем с того, что речной песок, да? Вот он. Он для чего необходим? Если в почвосмеси наличествует речной песок, наш ленский песок, он достаточно крупнозернистый, улучшается так называемая физические свойства ее. А что такое физические свойства? Это проницаемость воздуха, чтобы воздух проникал, быстрее, корневая система растений. Влага. Ага. Иначе по-научному она называется аэрация. Аэрация. Ага. Во-вторых, влага хорошо впитывается в крупнозернистую. И в-третьих,
ну, источник, вот, между ими содержится такой полезный минерал кремний, который придает прочность растениям. Это вот хорошая растительная земля. Откуда? Из Намского района есть у меня поставщики, они привозят прекрасную землю. Она, видите, комковатая. Люди, основная ошибка дачников в том, что они вот чистую землю ищут, рассыпчатую землю, ну как песок. Да. А это бывает только плохая земля. Хорошей земле очень много корневых остатков. Вот мы видим, вот они. Вот они. Корневище пырья. А пырей, он на плохой почве не селится. Чем больше пырья, тем плодороднее почва. И цвет, конечно, вот чернозем. Чернозем. Чернозем, темный цвет говорит о том, что эта земля взята поблизости от березовой рощи. И много здесь перегноя березовых листьев. Итак, следующая наша составляющая – это навоз. Это навоз. Это конский навоз из лошадиного загона. Почему из загона я беру? Потому что навоз там измельчается копытами самих лошадей. И его не надо просеивать. Просеивание – это очень долгий процесс, нудный процесс. Через сито просеивать. Я его дальше не просеиваю. Ну, встречаются, конечно, крупные вот остатки. Ну, ничего. Я всю жизнь... Крупнодисперсность, она тоже немножко улучшает аэрацию и впитываемость влаги. Почему конский навоз? Вы видели, да, как пасется корова? Корова, она стоит на одном месте, метет все подряд. Метет все подряд. А лошадь пасется, она ходит, выбирает лучшие, лакомые части растений. Она ходит, очень много ходит, берет именно семена, цветочки, выбирает бобовые растения, наиболее богатые. И как следствие навоз лучше получается. Нежели чем корой. Нежели чем корой. Песка должно быть 20%, перегноя 20%, 10% опилок. Опилки, к сожалению, еще не привезли. Должны привезти старые опилки. А все остальное, 50%, это должно быть вот растительная земля. Так, земля 50. Это самое главное. Вот основа. Это одна машина, это только начало. Мне еще должны привезти 3-4. Это делается раз в 3-4 года. Потом я 3-4 года спокойно буду собирать урожай. Ну что, мы желаем огородникам хорошего урожая, чтобы осенью побили рекорды. Ну а в продолжении новостей хотелось бы отметить, что в рамках 8-го гастрономического фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя» 26 мая состоялась САП-регата. Ее участниками стали более 200 человек, приехавших в столицу из разных регионов России. Профессиональные саббордисты и любители сплавляются по водоотводному каналу. Спортсмены преодолели маршрут в 4 километра в самом центре Москвы. От старта у причала Третьяковский до памятника Петру Первому и обратно дважды. Победителем состязаний стал Иван Ширшов, чемпион России 2022 года по саббордингу, который показал на регате рекордный результат – 24 минуты 20 секунд. Конечно, рад, первое место, поэтому в любом случае победа приносит большое удовольствие. Тем более у меня здесь болельщики, мои дети, они все видели. У нас была финишная заруба, где мы вдвоем решали на последних 100 метров, кто заберет первое место. Я оказался сильнее, поэтому, естественно, я рад. Атмосфера очень приятная, много болельщиков, погода отличная. Приятно гоняться на центральном месте в столице. Я вот 4-й год уже приезжаю на это мероприятие. С каждым годом и масштаб, и уровень соревнующихся, количество болельщиков все больше и больше. И классно приезжать
Я из Сочи приезжаю, и я доволен результатом, доволен контингентом, уровнем соревнующихся здесь, уровень чемпионата России. То есть все лучшие люди здесь. По словам Ширшова, в последние годы в столице доступность водных видов спорта существенно расширилась. Фактически любой желающий сейчас может взять доску и покататься на любом водохранилище. Настолько они благоустроены. А вице-чемпионка мира по саббордингу Наталья Новицкая подчеркнула, что для нее московский заплыв стал подготовкой к предстоящему первенству Европы. Для меня участие в этих соревнованиях – это в первую очередь получить удовольствие. Я занимаюсь профессионально спортом. Это, конечно же, и как этап подготовки к соревнованиям. Я сейчас готовлюсь к чемпионату Европы. Мы через 2 недели туда улетаем. Это как такой проходящий старт, возможность выйти на воду, увидеться с соперниками, погоняться, получить этот стартовый стресс. И, конечно же, это радость погоняться именно в центре Москвы, увидеться со своими друзьями и окунуться в эту атмосферу. Абсолютный победитель САП-регаты «Москва на волне» получил приз в 1 миллион рублей. Денежных призов удостоились также обладатели 2 и 3 мест. В нашей постоянной и любимой многими рубрике «Говорим правильно» мы разберем сегодня такое слово, как обеспечение или обеспечение. Ну, в общем и целом. Итак, давайте лучше передадим слово профессионалам. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о нормах ударения в русском языке. Красивое слово «орфоэпия» обозначает науку, которая изучает произносительные нормы, то, как они образуются и то, как они меняются. К произносительным нормам относятся нормы, собственно, орфоэпические, то есть нормы, которые связаны с тем, как мы произносим слово «конечно» или «конечно», и нормы акцентологические или нормы постановки ударения в словах. Конечно, эти нормы меняются. Не нужно думать, что они незыблемы, потому что язык, как и все живое, меняется. Например, слово «обеспечение». Слово «обеспечение» очень долгое время произносилось только с одним ударением, с ударением на гласном после звука «п» – «обеспечение». Однако, под влиянием таких слов, как чтение или мышление, а может быть по каким-то другим причинам, появился еще один вариант произношения – обеспечение. И в настоящее время вот этот вариант обеспечения, который являлся недопустимым, неверным, постепенно завоевывает свое место в литературном языке и становится возможным. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Федеральная антимонопольная служба провела встречу с руководством Аэрофлота по поводу повышения прозрачности ценообразования авиаперевозок. По итогам совещания стороны пришли к единому мнению о том, что с учетом изменившейся рыночной среды механизм реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров, в том числе правила определения стартовой цены на авиабилеты. Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от авиакомпании обеспечить доступность перелетов. Экономист рассказала о прибавках к пенсии россиян за советский стаж. Так, за каждый год стажа до 1991 года россиянам положена прибавка к пенсии в 1% от ее суммы. А за каждый год стажа в период с 1992 по 2002 год еще 10%. Например, если у гражданина стаж до 1991 года составил 7 лет и после 1992 года еще 20 лет, то увеличение пенсии составит 17%. Также отмечается, что в этом году женщины могут выйти на пенсию с 58 лет, а мужчины с 63 лет.
Средства индивидуальной мобильности все чаще попадают в сводки происшествий. Велосипеды, самокаты и гироскутеры значительно увеличивают статистику как ГИБДД по количеству дорожно-транспортных происшествий, так и больниц, куда любители быстрой езды обращаются с различными травмами. Так, за май месяц в травматологию детского медцентра обратилось за помощью 1300 детей, из них 240 электросамокатчики. Чаще всего причиной обращения является невнимательность при управлении самокатами, отсутствие защитной экипировки и пренебрежение правилами дорожного движения. С начала года в городе Якутске зарегистрировано более 5 ДТП с участием электросамокатов, и в них люди получили травмы, в том числе и маленький ребенок, у которого очень серьезная травма, это компрессионный перелом позвоночника. Когда он, катаясь вместе с папой на одном электросамокате, попал под колеса автомашины и получил такую вот серьезную травму. Неделя отказа от курения стартовала в Якутии накануне. Врачи Якутского наркологического диспансера проведут лекции о вреде курения в школах и учебных заведениях. В средствах массовой информации выйдут материалы о вреде курения. Наркологи уверены, что помочь избавиться от никотиновой зависимости можно любому курильщику, вне зависимости от стажа. В современной медицине достаточно средств и способов, чтобы сделать отказ от сигарет более комфортным. День открытых дверей будет у нас протекать, об этом мы известим. И самое главное, у нас уже очень давно начался марафон отказа от курения, который проходит онлайн, где работают психиатры, наркологи и психологи. Очень много уже людей, очень много пришло благодарности от тех людей, которые бросили курить и до сих пор приходят. Люди обращаются достаточно часто, достаточно много. Даже не те, которые недавно начали курить, а те, которые курят уже достаточно давно, то есть стаж курения уже очень большой. Ряд улиц временно перекроют во время проведения забега «Зеленый марафон» в столице республики 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска. Так, движение транспортных средств ограничат с 9:30 до 12:30 1 июня текущего года по улице Кулаковского на участке от улицы Дежнева до проспекта Ленина, а также по улице Белинского на участке от Кландришвили до Кулаковского. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии имени Ивана Жараева приглашает профессиональных кинематографистов, любителей и владельцев уникальных кино-видеоматериалов принять участие в республиканском конкурсе «Кинолетопись Якутии». Этот конкурс имеет уже 20-летнюю историю. Впервые конкурс был проведен в 1999 году. Тогда молодая организация «Национальное хранилище кинодокументов» искала способы привлечения жителей Якутии к спасению от уничтожения киноматериалов о жизни народов нашей республики. Около 2000 видеосюжетов разного жанра поступили на рассмотрение жюри для участия в самом первом конкурсе. Как стать участником конкурса и номинантах прошлого года, расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая эксперт Национального центра аудиовизуального наследия. Наш центр ежегодно проводит республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии». Этот конкурс был организован в сложные 90-е годы, но центр продолжает эту добрую традицию. Номинантами нашего конкурса становятся кино-видеоматериалы, поступившие на хранение в фонд центра. Например, в прошлом году в конкурсе приняло участие 60 человек. Это люди разных профессий и поколений, но их связывает одно – любовь к истории Якутии. Условия конкурса довольно просты. В конкурсе участвуют видеоматериалы, поступившие на постоянное хранение фонда. Всего за эти годы участниками конкурса стали более 20 тысяч видеоматериалов. Участником конкурса может стать любой желающий. Это может быть профессиональный оператор, режиссер, любитель, горожанин, любой человек, зафиксировавший общественное, культурное или историческое событие из жизни республики. Если вспомнить конкурс прошлого года, то из 3000 проектов члены жюри эксперты отобрали 25 работ. Основной критерий выбора – это историческая ценность. А теперь познакомимся с номинантами конкурса «Кинолетопись Якутии» за 2023 год. В работе режиссера Ольги Петровой «Отголоски голосов. Потомков Первой мировой».
О своих дедах и об их героических подвигах рассказывают их внуки. Благодаря краеведам Хангаласского улуса стали известны имена участников Первой мировой войны. Ямщики и крестьяне Приенского тракта участвовали во всех военных действиях, которые вела царская Россия. В Якутии данная тема мало изучена, ведь до сих пор не установлено точное количество призванных. При этом известно, что 35 якутян были награждены высшей военной наградой – Георгиевским крестом. Известный волонтер, общественник Светлана Диадорова бережно хранит память о своем отце. Владимир Лаврентьев был известным активистом Чурапчинского улуса, отличником культуры республики, ветераном труда. В 90-е годы он создал телестудию «Сагах» и снимал для истории редкие кадры. Одним из первых в Якутии со своими соратниками он организовал клуб здорового образа жизни. Трезвость как норму Владимир Михайлович пропагандировал всю свою жизнь и остается ярким примером не только для своей дочери. Телеведущий Руслан Ачиров перелистывает книгу своих воспоминаний. Страницы памяти возвращают в детство. Если слышал звук пишущей машинки, значит дедушка Степан Дадоскинов известный поэт, прозаик, драматург дома, и он за работой. Журналистика – еще одно дело жизни известного деда. Степан Дадоскинов со своей кинокамерой объездил всю Арктику. Сейчас личный архив Степана Дадоскинова оцифрован и передан в фонд центра. А номинация «Сердце отдаю детям» была вручена педагогу Акулину Гуляеву за видеоспектакля «Олонхо». На протяжении многих лет педагог знакомит детей с эпосом, пропагандирует якутскую культуру. «Олонхо» – это культурный код. По мнению номинанта, должен передаваться из поколения в поколение. Известный государственный и политический деятель Якутии Климент Иванов уверен, уроки прошлого – опора для будущего. Ветеран госслужбы был отмечен специальной номинацией. Выступление Климента Иванова на 3-й сессии Верховного Совета в Москве и его воспоминания – это ценный архив. Ведь именно при его непосредственном участии была принята Конституция Якутии. И, наконец, обладателем Гран-при, победителем 18-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии» стал Василий Кустуктуров за архивный фонд, который уже назван «Золотой коллекцией». В объективе кинооператора знаменательные события 60-х, 70-х годов. Сельское хозяйство, промышленность, участие якутской делегации в съездах в ЛКСМ, прибытие первого поезда на БАМ, строительство Нюрнбергской ГРЭС и другие эксклюзивные материалы. И это лишь малая часть работ, о которых мы вам успели рассказать. Наш центр регулярно пополняет свои фонды и на постоянной основе ищет редкие кино-видеоматериалы. Почти в каждой семье есть неоцифрованное видео и кинопленки, а среди них нередко находятся уникальные исторические кадры. Такие материалы мы с удовольствием и с радостью принимаем в наш фонд и придаем статус аудиовизуальным документам. Я призываю вас скорее оцифровать их в нашем центре и открыть доступ к истории вашей семьи, ведь историю Якутии создают ее жители. Кстати, мы регулярно публикуем исторические кинокадры в наших соцсетях. Смотрите нас на платформе Дзен, Рутуб, YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы везде нас найдете под названием «Кинохроника Якутии». Или просканируйте этот QR-код, который видите на экране. Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Пожалуй, интенсивность жизни диктует свои требования, в том числе и навык скорочтения. В среднем взрослые читают около 250 слов в минуту. При этом, по данным ученых, к 2025 году мировой объем данных будет составлять 170 зеттабайт или 175 миллиардов терабайт. А это значит, что мы должны также научиться очень быстро обрабатывать информацию. И для тех, кто читает книги в удовольствие, наша следующая рубрика. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим достаточно объемную книгу в 600 страниц. Она называется «Думай медленно, решай быстро», автор Даниэль Канеман. Даниэль Канеман в 2002 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике за применение психологических методик в экономической науке. В этой книге Даниэль Канеман раскрывает ключевые ошибки в системе нашего с вами сознания, а их два – это медленное и быстрое, то есть сознательное и автоматическое, то, что влияет на суждение отдельного человека. Наш мозг, к сожалению, старается не напрягаться, заменяя максимально сознательные действия
автоматическими упрощенными приемами принятия решений. Например, как работает иллюзия истины. Если человек встречает что-то знакомое, то его мозг предпочитает думать, что это правильно. В результате повторения одного и того же это хороший способ заставить человека верить неправде. И если сказать, что эта книга хороша, то это мало сказать. Я думаю, что эта книга будет очень интересна в первую очередь экономистам, предпринимателям, менеджерам, маркетологам, ну и, в общем-то, всем любопытствующим, вне зависимости от рода своей деятельности. В этой книге нет расхождения мифов, нет общепринятых суждений, только экспериментальные данные и их честная интерпретация. В этой книге много описаний экспериментов, то, в общем-то, над чем долго работал господин Канеман со своим другом Ависом Тверски. Последний, кстати, не получил Нобелевскую премию только потому, что Нобелевская премия не присуждается посмертно. В общем-то, друзья мои, если не забывать и помнить о теории перспектив, эта теория и есть вклад Камермана и Тверски в науку, то можно избежать множества ошибок в своей жизни. Читайте книги и становитесь лучше. А в алмазной столице состоялся первый фестиваль «Майфест». Активная молодежь совместно с предпринимателями города Мирный на встречу лету организовали настоящий праздник для всех жителей и гостей города. Встречая лето, жители Алмазного края окунулись в неповторимую атмосферу музыки и танцев. Впервые в Мирном прошел фестиваль «Майфест» под лозунгом «Навстречу к лету». Мы, активисты города Мирного, решили организовать такой фестиваль под открытым небом «Майфест». Мы очень давно, с прошлого цеха, мечтали об этом. Наконец, наша мечта осуществилась благодаря еще помощи наших спонсоров «Дизайн Про» и «Тутстрой». Также нам очень помогли волонтеры из ПОСа, ПТИ СФУ. Огромное спасибо всем зрителям, которые пришли на наш фестиваль, а самое главное нашим артистам Эрхану, Сержу, Панчику, Кате Чукуруш и, конечно же, нашему диджею Айсен Джек за этот прекрасный праздник. Концерт, веселые игры, общее настроение летнего вечера. Люди счастливы. Зажигательный open-air с участием якутских звезд стал для мирнинцев одним из самых ярких событий этого лета. Это невероятный фестиваль, который просто раскачивает. Погода замечательная, настроение чудесное, люди все веселые. И очень-очень хочется, чтобы в Мирном были фестивали чаще, особенно летние, потому что атмосфера невероятная, передать ее невозможно, вот и чисто на эмоциях. Кто не попал, сожалею. Кто пришел, все крутые. Я пришла с друзьями, и мы сегодня отжигаем. Именно с этого праздника началось лето у мирнинцев. По словам организаторов, теперь этот фестиваль будет проводиться ежегодно. Анна Васильева, Мирный. Во Владивостоке состоялся якутский национальный праздник Эсэх. Мероприятие, организованное постоянным представительством Республики Саха-Якутия при поддержке делегации из Чурапчинского УСа и администрации города Владивосток, прошло на территории детского лагеря Юнга на берегу Японского моря. На мероприятии состоялись традиционные спортивные состязания по многоборью, которые включали в себя масс-рестлинг, хапсагай и национальные прыжки. В список главных гостей вошли военнослужащие специальной военной операции, а также делегации из Китая и Индии. Конечно, сегодняшнее наше мероприятие посвящено именно нашим бойцам, которые сегодня доблестно и храбро сражаются именно за Родину, за нашу общую победу в полях специальной военной операции. И очень отрадно, что сегодня здесь присутствует наш герой России Филипп Евсеев. Сегодня пришли наши большие друзья, генконсулы Республики Индия, Кореи, Китая.
31 мая в Якутске стартует грандиозный 11-й Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Один из немногих театральных проектов Якутии, признанный не только в республике, но и в России. И сегодня у нас в гостях Екатерина Тайшина, главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Коновича Сивцева-Сауруна Малона, заслуженная артистка России и Якутии, а также Павел Васьковский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного театра оперы и балета. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина Лаврентьевна, как художественный руководитель данного проекта, познакомьте, пожалуйста, зрителя о программе фестиваля. В рамках фестиваля у нас пройдет 3 спектакля. Это «Лебединое озеро», «Баедерка» и «Спартак». Также у нас будет в закрытии нашего фестиваля премьера этнобалета одноактного «Сияющий камень», который уже прошел в рамках больших гастролей. Премьеры прошли в Казахстане, в городе Астана и в Кыргызстане. Вторым отделением это, конечно же, гала-концерт с участием звезд и мастеров балета. Павел Андреевич, сейчас у вас, как у главного дирижера, да, ритм очень насыщенный, напряженный, идет насыщенная подготовка к открытию фестиваля «Стерх». Расскажите, пожалуйста, нам о составе симфонического оркестра. Да, действительно, у нас идет большая, насыщенная, плотная подготовка. Состав оркестра у нас большой. Все балеты, которые будут исполнены на фестивале «Стерх», имеют плотную большую партитуру, очень насыщенная, красивая музыка, богатая партитура, задействованы все инструменты оркестра. Поэтому будет действительно у нас праздник танца, праздник музыки. И что очень важно, у нас все балеты идут в сопровождении оркестра, потому что некоторые фестивали проходят под фонограмму. У нас все как положено в классическом варианте. Замечательно. На сцене самого Северного театра выступят мастера российского балета нашего века, лауреаты международных конкурсов, известные новые имена. Из каких городов России и ближнего зарубежья под крылом нашего «Стерха» слетятся солисты театра балета? Это, конечно же, Мариинский театр, Большой театр, Санкт-Петербург, Москва. Также примут участие у нас Казахстан, Астана балет. Это и Московский академический театр балета имени Касаткина и Васильева, тоже город Москва. Это Уфа и Большой театр Беларуси примет участие. И, конечно же, Новосибирский театр оперы и балета. В целом, где можно желающим, да, нашим телезрителям узнать, где можно познакомиться более конкретно с программой и приобрести билеты? Билеты можно приобрести на сайте театра оперы и балета. Конечно, всегда можно подойти в нашу кассу приобрести. «Стерх» очень насыщенный у нас. Скажу о наименовании. У нас «Лебединым озером» все открывается. «Баедерка», «Спартак», «Сияющий камень». Все очень насыщенно, интересно. Екатерина Лаврентьевна, вы отметили про «Сияющий камень» и про успех на недавних больших гастролях в Казахстане и в Киргизии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом проекте. «Сияющий камень» — это одноактный балет, этнобалет в современной хореографии. Музыка композитора Кирилла Герасимова очень интересная, колоритная, насыщенная, сложная и для оркестра, ну и можно даже сказать, что сложно немножко и артистам балета, так как это не совсем классическая музыка, но очень красивая и колоритная. Также либретто написал Владислав Левочкин. Очень интересный сюжет о создании якутских алмазов. Также я бы хотела сказать об одной изюминке в нашем спектакле. Это синтез национальной музыки и нашего симфонического классического оркестра. Мы здесь сотрудничаем вместе с театром Олонхо. И музыканты, вот эта вот музыка добавляет очень особый интересный колорит, не только в звучании вместе с оркестром нашим, да, но и в хореографии, в пластике, в сюжете. Это все очень интересно, и мне было очень интересно работать. Хочу сразу поблагодарить Кирилла Афанасьевича, Павла Андреевича и Владислава Валерьевича, что они
оценили мою идею и согласились сделать, потому что такое у нас впервые. Да? Вот именно такой синтез, именно сама этническая часть, у нас такого еще не было. Мне самой было очень интересно работать, очень интересно было работать артистом, я думаю, и Павлу Андреевичу. Да. И поэтому это очень интересный спектакль для зрителей. И вот как раз третья премьера у нас пройдет 7 июня в рамках фестиваля, именно закрытия. И будет только один показ в этом сезоне, так что ждем наших дорогих зрителей. Эксклюзивно получается. Да. У Павла Андреевича, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать об истории создания балетного спектакля «Сияющий камень». Ну, Екатерина Лаврентьевна уже сказала, мы очень горды, что у нас есть такие прекрасные композиторы, как Кирилл Афанасьевич Герасимов. У нас очень сильная композиторская школа в Якутии, очень интересная, насыщенная оркестровка, палитра красок очень такая интересная, много соло. И вот он очень интересен именно тем синтезом, как в переплетении народных инструментов. Наверное, такого, можно сказать, продукта, балета нет нигде в мире. И уже удалось нам презентовать, и зрители с большим успехом приняли, восприняли и оценили это в Бишкеке и в Казахстане. Поэтому мы тоже с нетерпением хотим познакомить наших зрителей, слушателей. И, конечно, пользуясь случаем, всех приглашаем на фестиваль «Стерх». Это большое культурное событие нашего города, нашей республики. Поэтому всех с нетерпением ждем и готовимся. Да. Начало 31 мая, по-моему. С 31 мая по 7 июня. В целом, вот вкратце, как расширяется театральный репертуар и вот на что особое внимание вы уделяете при этом? В год у нас 4 постановки новые по госзаданию. Это 2 оперы, 2 балета. Обязательно должен быть или национальная опера, или национальный балет. В частности, открою занавесу тайны, что в следующем 25-м году, в новом сезоне, у нас будут «Благословенные узоры», композитор Кирилл Афанасьевич Герасимов. Второй балет мы еще думаем, какой будет. Возможно, это будет современный. Поэтому большие грандиозные планы. Замечательно. Ну, мы благодарим вас за то, что вы сегодня в столь ранний час пришли с хорошей новостью, да, рассказали про фестиваль. Ну, а наших зрителей, конечно же, призываем посетить фестиваль «Стерх» и увидеть, конечно, прекрасные постановки своими глазами. Ну, а мы с вами, друзья, увидимся в это же время завтра на каналах Якутия 24 и НВК Саха. Желаем вам отличного начала дня.